Чувашский художественный музей впервые принял участие в фестивале «Он Фильм собирает друзей» в Новгородском Кремле. Вместе с коллегами из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Курска и Красноярска чебоксарцы представили мастер-классы для ребят с национальным колоритом. Фестиваль традиционно проходит в Новгороде в начале сентября, в самом сердце Кремля. От Анфимкиной поляны до башни Кокуй вся территория усыпана площадками, на каждой из которых творятся музейные чудеса. Фестиваль детских музейных программ – это уникальная возможность увидеть экспонаты из разных музеев страны, услышать самые интересные кейсы, воплощенные коллегами в других городах, пообщаться с единомышленниками. Событие, оно происходит уже традиционно, но вот нам удалось впервые принять участие. Вот Мария Готлиб и Татьяна Лисицына, два сотрудника, которые как раз в музее занимаются этими вопросами, выезжали на этот форум. И по приезде они сказали, что замечательный форум, столько площадок, столько интересных мероприятий, интерактивных мероприятий, мастер-классов. В условиях стремительно набирающего популярность детского образовательного и семейного внутреннего туризма перед музеями открываются новые возможности для привлечения и расширения аудитории. О важном можно рассказывать интересно. В Чебоксарском музее квартиры Моисея на мастер-классы «Этнопринт» приходят ребята учиться печатать на ткани элементы чувашского орнамента. Для новгородцев придумали новую забаву. Она называется конструктор кески. То есть количество элементов, оно ограничено. То есть мы берем узор кески, ну, в общем-то, это такой характерный узор вот на женской чувашской рубахе, да, и рассматриваем его внимательно. То есть мы его разбираем на части, да, как вот в конструкторе, на какие-то детальки, но не просто так, на любые хаотичные детали, да, а мы его делим на смысловые части. То есть, как правило, вот в центре этой розетки всегда крест, потому что она отражает представление чувашей о мире, да, в устройстве мира, что в центре, ну, есть некий центр мира, да, как мировая гора, и от него на 4 стороны растут деревья. Есть верхний мир, есть нижний мир, а в середине его обитают люди и, например, могут быть, ну, скажем, вот птицы, да, и стилизованные образы птиц здесь могут быть в орнаменте. В общем, мы все это с ребятами рассматриваем. Проиллюстрировать свое представление о мире, сложив цвета и элементы по желанию, такой подход понравился даже взрослым участникам фестиваля. Все, что опробовано в Новгороде, будет доступно и чебоксарцам на занятиях в музее, в том числе и по Пушкинской карте. Анна Филиппова, Святослав Петров, Вести Чувашия.